Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема звучит так. Мужчина обижает. Почему он это делает? Зачем? С какой целью? И что делать вам? Поменяется ли эта ситуация? Либо как вам поступить, чтобы это все прекратилось? Я понимаю, что тема сложная, и отсыпка у нас общая. Но тем не менее, если вы зашли на это гадание, значит здесь вы получите подсказку и ответ. Настройтесь, пожалуйста, загадайте на мужчину, загадайте обязательно и на себя. И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мужчина под колпаком, девочки, вышел. Под колпаком. Смотрите, вот это он такой маленький стоит. Вот персонаж, который его околпачил. Видите, он как будто бы в коконе внутри сидит. Угу. Это однозначно магия. Это однозначно магическое воздействие на человека. Магией он был испорчен. Испорчен. Он не такой, каким вы его знаете. Он абсолютно не такой. Кому-то повезло. Вы встретились еще до того, как он был попорчен. Вы его настоящим видели. Видели. Тогда ведь он не обижал. Тогда ведь он был хороший, добрый, открытый человек. А потом с ним что-то случилось. И он постепенно, а у кого-то даже одномоментно, превратился в холодного, чужого, невероятно злобного зверя. Это магия. Это магия, ответ один. Это не какие-то превратности судьбы, это не болезнь, это не дурной характер, либо врожденные особенности, да, это именно магия. Магией человек был испорчен, напрочь испорчен. Я бы даже сказала, загубили годы его жизни, лучшие годы его жизни. Кстати, и вашей. Особенно для тех, кто в браке. Вы ведь столько страдали. Кстати, кроме вас еще, я вижу людей, кто страдает от него. Это могут быть и дети, и родственники. Всем от него досталось и достается. Кстати, вот женщины, кто ко мне зашел на отсыпку, вы настолько терпеливые, вы настолько сдержанные, вы настолько все понимающие, принимающие, что даже ангелы вам завидуют. Да, действительно завидуют. Такую выдержку и такое терпение его крайне редко можно встретить, либо даже услышать об этом, да, не видя, просто услышать, что на этом, что на том свете. Вы понимаете? Так вам нелегко с ним, так нелегко. А вы ведь любите, несмотря на все его вот эти пакости, гадости в вашу сторону, эти обиды. Кого-то, кстати, мужчина бил. Вы все равно его любите. А кто-то из девочек даже пытается оправдывать. Вот, либо для кого-то вы его оправдываете, либо для себя, сами для себя пытаетесь его оправдать. Это печально. Это печально. Девочки, смотрите, вы такая женщина, на вас молиться надо. Вот каждый день, с утра и до ночи молиться. Молиться. Вы просто не то чтобы ангелочек, я не знаю, я даже не побоюсь слова святая.
Понимаете, святая, которая ходит среди обычных смертных людей. На вас нужно молиться, нужно Боженьку каждый день за вас благодарить. А вы вместо молитв вы получаете ужасные удары, словесные, телесные. Вы получаете травмы, травмы души, травмы психики. Это абсолютно несправедливо, и так не должно быть. Не должно. У вас был выбор, у кого-то есть выбор до сих пор уйти либо остаться, порвать навсегда, либо терпеть. Многие из вас почему-то выбирают терпеть. При этом вы пытаетесь оправдаться тем, что я не для себя, я для детей, а куда же я пойду, где деньги брать, мы там не проживем и не выживем. Да, это мощное оправдание, но оно абсолютно не рабочее. Это оправдание как самоуспокоение. На самом деле вы не уходите, потому что до сих пор его любите. И не надо поспорить. Не надо спорить, я вижу ваше сердце. Я вижу ваше сердце, вы действительно любите. В глубине души вы чувствуете, что он хороший. Вы чувствуете, что он вас тоже любит. Вы мучаетесь этим вопросом, да, почему он такой злой, почему он такой агрессивный, почему он такой жестокий по отношению к вам. И ответа не находите. Здесь и разочарование, и злоба, и отчаяние даже есть. Но тем не менее, вы все равно с ним остаетесь вместе. Девчоночки, ну попортили. Если бы его не попортили, вы бы жили очень прекрасно, вы бы жили душа в душу, у вас бы все было, вы бы друг друга поддерживали, вы бы друг другу радовались. И мужчина ваш бы был очень успешный. То есть у него в рождении есть счастливая звезда. Эта звезда обещает либо большие деньги, ну, хороший достаток, такой прям мощный, я бы даже сказала, либо какую-то известность, популярность. Вот. Но смотрите, эту звезду забивает Луна. Ну, магия. Под магией ваш мужчина. Я не вижу, откуда пришла магия. Песок мне не указал, высшие не открыли. Возможно, потому что вы все разные, у каждой своя история, своя ситуация. Но песок указал на то, что эту магию можно убрать, и ее нужно убрать. Ее обязательно нужно убрать. Вот. И также я вижу, что в будущем эта магия с мужчины уйдет. Поэтому давайте акцентировать внимание именно на этом. Да. Девочки, что делать с этой магией? Ваша любовь поможет ее убрать. Только лишь ваша любовь. Если ваш мужчина будет обращаться сам, ну, допустим, да, к мастерам, либо там через храм пойдет, через исповедание, через аскезу, да, может быть, как послушник пойдет, он себя не снимет. Он себя не снимет, потому что у него эта магия настолько укоренилась, настолько он ей весь пропитан, что там невозможно это все просто так убрать. А вот вы обладательница невероятной силы любви. Есть у кого-то очень сильные врожденные особенности. Особенности в плане эзотерики, магии и ощущения тонких миров. То есть, понимаете, может быть, вы и не экстрасенс, но у вас есть это начало. То есть в вашем генотипе есть ген, который за это отвечает, который помогает вам в виде интуиции, в виде каких-то маленьких, ну, скажем так, везунчиков, да, когда вам случайно повезло. И вы думаете, ой, мне случайно повезло. На самом деле нет. Нет, это ваша магия сработала, это ваша магия открыла вам путь, открыла вам дорожку, вот, и привела вас к этому везению. Вот, есть девочки, у кого в роду были просвещенные люди. Это могли быть служители культа. Причем я не берусь сказать, какого конкретно, но люди, которые видели и чувствовали больше, чем другие. Вот. Были знахари, вижу. Были даже и маги у кого-то. Но здесь реже будет, но тем не менее. Вот, по крайней мере,
вижу, вот пару человек точно есть, у кого были в роду маги. Если вы думаете, что вам такая несчастная жизнь досталась из-за того, что в вашем роду были маги, вы ошибаетесь. Нет. Это абсолютно не так. Не думайте об этом. То, что были маги, это вам не мешает. Наоборот, это вас уже несколько раз спасало. Если подумаете о своем прошлом, вы поймете, о чем я говорю. Вот именно те ситуации, это и было спасение вас. Вот, причем чудодейственное, да? Так, что делать? Ну, вариантов на самом деле немного. Найти специалиста, кто поможет, снимет, либо заняться самой. Я уже, кстати, не первый раз говорю, кто смотрит мои отсыпки постоянно, вы знаете. Я всегда призываю моих зрителей никогда не сдаваться и бороться до конца. Если вы не знаете, с чего начать, если вы не знаете никаких обрядов, там, молитвы, я не знаю, заговоров, шепотков, это абсолютно не важно, ведь в молитве не какие-то слова важны, а именно посыл, который человек делает в момент молитвы. То есть это как разговор с высшими. Вы в этом разговоре просите. Просите либо для себя, либо для тех, кого вы любите. Чтобы ваша молитва в данном конкретном случае сработала, чтобы ваша просьба была услышана, вам, во-первых, нужно отпустить эту обиду, а обида есть. Есть обида. Обида — это плохое чувство, это то, что нас отравляет. Поэтому постарайтесь забыть об этой обиде, либо отпустить эту обиду. И лишь только тогда просите высшие силы избавить вашего мужчину от этого негатива, который на нем есть. Просите освободить, просите возможности выздороветь. Ведь любая магия — это как болезнь. Болезнь, которая отравляет человека, делает его слабым, ну и в конце концов сводит в могилу. Поэтому просите освободить. Просите своими словами. В моменты таких молитв вы не должны ни о чем другом думать. Вы должны думать только о том, о чем вы просите, чтобы вас никто и ничто не отвлекало. И если вы последуете моим советам, поверьте, у вас все получится. Без всяких специалистов, магов, экстрасенсов и они же с ними. Если вы для себя четко понимаете, что у вас тонкая психика, что вы человек уж очень эмоциональный и человек, которому очень сложно себя контролировать, ведь ситуации бывают разные, тогда идите к специалисту. Идите, вам помогут. Я вижу, что этого мужчинку можно от этой магии вылечить, и только вы способны на это действие. Да? Только при вашем участии мужчинка может выздороветь. Я даже вижу, сколько времени это приблизительно займет. У кого-то это займет месяца 4-6, а у кого-то год-полтора. Но результат у вас будет. Мужчинка вернется к первоначальному состоянию. То есть, каким вы его знали в самом начале ваших отношений, вашего знакомства, таким он станет. Без этой магии, без этого ужасного посыла черного мужчина начнет работать, начнет действовать. Он будет любить вас, он будет любить детей, он будет любить ваших родственников. Он будет стараться не разрушить семью, а наоборот ее укрепить. Если мужчина страдает алкоголизмом, азартом, желанием гулять, по женщинам ходить, это все от магии, это все уйдет. Понимаете? Все будет хорошо. Поэтому обижает он вас, потому что помогиченный. Не потому, что он злой, не потому, что его таким создали высшие силы, и он такой прям агрессивный нелюдь. Нет. Это магия забивает ему мозги, это магия черной отравой завладела его мозгом, и
вот доводит его до такого состояния, да, провоцирует его на такую ужасную агрессию. Он не психически больной, он не маньяк, он не шизофреник. Нет, это жертва магии. Девочки, жертва магии. Я вижу, что здесь кто-то думал, что мужчина психически нездоров. Это не так. Магия очень часто похожа на шизофрению. По крайней мере, я знаю много случаев, когда людей под порчей, людей под проклятием, людей с сущностями закрывали в психбольницах, считая, что у них там всякие проявления той или иной нехорошей болезни. Хотя на самом деле это не так. Вот. Лечить его медикаментозно, там, не знаю, психологами, нет, это не сработает. В данном конкретном случае нет. Как реабилитация после того, как снимете негатив, это да. Но сейчас нет. Смотрите, на него даже успокоительное не действует. Не действует. Еще одна вводная. Смотрите, когда мужчина пьет, ну обычно как, алкоголик обычно он там выпил, да, там побушевал и спать завалился. Ваш нет. Ваш не ложится спать, он еще буйный становится, он на какие-то приключения бежит, да, ищет там себе, где бы руки почесать. Вот это тоже вот прямое указание на то, что он под магией. Девочки, полечите, цены вашему мужчине не будет. И денег будет зарабатывать, и любить вас будет, и стремиться будет. Стремиться к тому, чтобы защитить вас, да, не обидеть, а защитить, уберечь от бед вас, ваших близких. Он очень поменяется. Но нужно над этим вопросом работать. Будет нелегко, но вы справитесь. Вот. Что касается, если просто от него уйти, да, там, не терпеть этих обид, уйти, но он вас не отпустит. Он вас не отпустит, да, и вы не сможете от него уйти. Вот. Как вариант, вижу расставание на какой-то ограниченный период времени. То есть он может уйти, исчезнуть там на пару, не знаю, дней, недель, пару месяцев. Но все равно он в вашу жизнь возвращается. Как бы тут разойтись не получится. Не получится. Он ведь вас любит. Он вас любит. И эта любовь, она была очень светлой, очень доброй. Но из-за магии приобрела какую-то извращенную форму, понимаете, извращенную. И от этого вы все страдаете. Поэтому, мои хорошие, надо лечить. Надо лечить, другого пути у вас нет. Если вы его полечите, а я вижу, что вы его полечите, вот, вам еще помимо всего прочего невероятно огромный плюс засчитается в карму. Если вдруг я просто вижу, да, мужчина совершенно случайно, да, попадет в какую-нибудь ситуацию и жизненный путь его закончится, эта магия, она никуда не денется. Если у вас есть дети, она может пойти на детей. Она также может пойти и на вас, понимаете? Это невероятная гадость, которая, очень сложно, да, она быстро впитывается, очень сложно убирается. Поэтому от этого нужно защищаться, это нужно убирать. Мои хорошие, вот что меня радует, я вижу положительный исход. Я вижу, что все-таки изменения будут в лучшую сторону. И этих изменений добьетесь конкретно вы своими собственными действиями, своими собственными руками. Мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя и знайте, у вас все получится. Всем пока-пока.